В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Якутия вошла в тройку лидеров рейтинга «Полярный индекс». При расчете учитывают развитие регионов по 3 направлениям – экономическому, социальному и экологическому. Вся жизнь – служение народу. Якутия отмечает 88 лет со дня рождения своего первого президента Михаила Николаева. Символ преемственности и развития. В республике отметили День инноваций и подвели итоги года в сфере технологий. 11 новых врачей прибыли в Ленский район в этом году. Несмотря на это, дефицит кадров остается. Наши коллеги разбирались в проблеме. Большой бассейн снова в работе. После длительного перерыва физкультурно-оздоровительный комплекс «Улус» открывает свои двери для любителей плавания. Ямало-Ненецкий автономный округ, Якутия и Мурманская область стали лидерами в ежегодном рейтинге устойчивого развития арктических регионов «Полярный индекс. Регионы 2025». Якутия улучшила свои позиции. В прошлогоднем рейтинге она находилась на 3-м месте. Для составления рейтинга арктических регионов рассчитывается комплексный показатель – «Полярный индекс». Он основан на 30 статистических показателях и позволяет оценить уровень устойчивого развития каждого региона по 3 основным направлениям – экономическому, социальному и экологическому. Объявлен победитель конкурса по созданию общественного пространства памяти Михаила Николаева. Новое место появится в Якутске на пересечении проспекта Михаила Николаева и Сергеляхского шоссе. Центр композиции «Монумент» Михаилу Ефимовичу, состоящий из 21 каменного обелиска. Их численность символизирует стратегическое видение первого президента, отраженное в его программной работе «Республика Саха. Стратегия развития в первой четверти 21 века». Обелиски облицованы белым гранитом, а на передней грани каждого размещена фрагментированная часть портрета Николаева из контрастного гранита. Эти части формируют целостный образ первого президента, а с других ракурсов напоминают Ленские столбы, известный природный символ Якутии и духовную родину Михаила Николаева. Якутия отмечает 88 лет со дня рождения своего первого президента Михаила Николаева. Его дела продолжают реализовываться, а мысли, озвученные еще при жизни, нашли отражение в сегодняшнем дне. Как вспоминают земляка-якутяне, расскажет Вероника Таюрская. Михаил Николаев написал целую главу в книге под названием «Якутия». Достижения республики под его руководством вышли на новый, небывалый до того момента уровень. В день его рождения Национальный центр аудиовизуального наследия презентовал фонд, в котором отражены важнейшие страницы истории. Благодаря личной поддержке первого президента Михаила Николаева в кратчайшие сроки было создано государственное национальное хранилище кинодокументов Республики Саха-Якутия. Совершенно разные кадры. Это когда он работал и секретарем Верхневилюйского райкома КПСС, когда он работал министром сельского хозяйства, председателем Президиума Верховного Совета Якутской ССР и так далее, и так далее. То есть достаточно очень богатый фонд. Первый президент всегда поддерживал молодежь. Благодаря ему воплотилась в жизнь идея создания собственной академии наук, что дало новый виток в сфере науки и высшего образования. Михаил Николаев уделял большое внимание образованию детей. Я глубоко убежден, пришло время, и из земли якутской, земли Аланхо, вышли великие Ломоносовы. В 2002 году по его инициативе была создана стипендия для одаренных детей и талантливых взрослых. «Знанием победишь». Премия в области культуры и науки продолжает существовать и по сей день. В его 88-й день рождения прошло очередное награждение 8 стипендиантов, среди которых взрослые и дети. Я рада и горда получить государственную стипендию. Я хочу выразить свою благодарность своей маме и папе за постоянную поддержку. Я тоже очень рад сегодня получить премию. Вот так. Я хотел бы выразить свое благодарство своей школе арктической, а также своим родителям тоже. Являюсь лауреатом и дипломантом международных конкурсов, стипендиатом главы Республики Саха-Якутия. Очень волнительно, благодарственно, торжественно.
За 11 лет во главе республики Михаил Ефимович сделал многое. Так, по его указанию появились особо охраняемые природные территории, среди которых национальный парк Ленские столбы. Был воздвигнут национальный центр медицины, оборудованный уже тогда по последнему слову техники. Первый президент региона был идейным вдохновителем создания Национального аудиовизуального центра народов Якутии. Эти и другие указы, изданные во время его главенства, стали основой выставки, которая открылась в день его рождения. Создание архивного фонда – это охрана, бережное отношение к первоисточникам истории нашей громадной республики. Это бесценный большой фундаментальный труд. Для множества якутян Михаил Николаев остается отцом республики. Все его труды продолжают реализовываться и в наши дни. В этот день стала доброй традицией вручать стипендию, которая называется «Знанием победишь». Это жизненный принцип, которым всегда Михаил Ефимович следовал и учил всех, кто рядом. Добрые, хорошие слова в этот день и воспоминания о нем дают возможность и нам развиваться дальше. Михаил Ефимович был и остается выдающимся сыном своего народа. Его детище продолжается во многих якутянах. Память о первом президенте будет жить и в будущем. Вероника Таюрская, Семен Семенов, Якутск. Также сегодня в республике отметили День инноваций, в рамках которого торжественно поздравили и отметили всех внесших значимый вклад в развитие инновационных проектов и технологий в разных направлениях. О вкладе развития инноваций на реальных примерах узнаем далее. Успешные инновационные проекты позволяют добиться хороших результатов во всех жизненно важных сферах. К примеру, в области агропромышленного комплекса. Валовый сбор зерна в текущем году составил около 15 тысяч тонн, что на 54% больше, чем в прошлом году. Этот показатель стал рекордным за последние 15 лет. Такой результат получен благодаря выведению новых зерновых сортов «Быян» и «Веленский» Якутским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства. Те модели, которые мы направлялись на создание в наших условиях, они дали урожай примерно как южносибирские, 25-30 центнеров с гектара. Это в 2 раза больше, чем обычно сейчас статистически у нас по республике. Ценнее земли и людей, которые работают на земле, ничего нету. Когда создается зависимость от других регионов, даже России и других регионов мира, то государству приходит очень скоро конец. Поэтому инвестиции в сельское хозяйство, инновации в сельском хозяйстве должны поддерживаться, потому что иначе мы как государство можем в отдаленной перспективе перестать существовать вот именно как независимая часть. Стремительное развитие беспилотных авиационных систем в Якутии уже сегодня является большим вкладом в обеспечение независимости страны в сфере технологий. Республика, одна из первых на Дальнем Востоке, начала масштабировать применение беспилотной авиации в системообразующих отраслях региона. В Якутии дроны используются для мониторинга лесных пожаров и паводков, геодезии и картографии, а также для доставки грузов в отдаленные населенные пункты. Уже в конце этого месяца в Якутске будет открыт научно-производственный центр по беспилотным системам «Полярный». В этом году получили сертификат эксплуатанта беспилотных воздушных судов. И совсем недавно, на прошлой неделе, нам присвоен статус научно-производственного центра беспилотных авиационных систем приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. А основная задача – это помочь резидентам научно-производственного центра беспилотных авиационных систем в создании и в разработке беспилотных авиационных систем. Это и полезные нагрузки, это и беспилотные воздушные суда. Ускорить развитие отрасли беспилотных авиационных систем, а также обеспечить технологический суверенитет России. На торжественном мероприятии были отмечены инновационные проекты в самых разных сферах. С презентациями выступили представители технопарка, IT-парка, квартала труда, научные сотрудники лабораторий университетов. Напомним, что в 2022 году глава республики Айсен Николаев своим указом утвердил празднование Дня инноваций в день рождения первого президента Якутии Михаила Николаева. Еще тогда глава Якутии подчеркнул, что первый президент, создавая новую Якутию, дал многонациональному народу веру в себя и в свои неисчерпаемые возможности, что позволило совершить скачок в экономике и культурно-духовной жизни. Марферина Алексеева, Станислав Потапов, Якутск.
Более того, 13 ноября во всем мире отмечается День качества. Мы каждый день покупаем продукты, лекарства, одежду, но всегда ли можем быть уверены, что все это действительно безопасно и подлинно? В России уже несколько лет действует система цифровой маркировки «Честный знак». Как это работает и на что стоит обращать внимание в магазине, расскажет наш корреспондент. Продукты на прилавках должны быть не только свежими, но и качественными. Для Натальи Шестаковой это особенно важно. Она внимательно изучает упаковку и всегда проверяет, откуда и кем произведен товар. Сейчас цены везде повышают очень ужасно, а нам, инвалидам, тоже тяжеловато. Вот ходишь, ищешь, чтобы вкусненько было. И, как говорится, качественно, без отравлений. Такая внимательность не редкость. Все больше покупателей уверены. Главное – качество. Многие покупатели прежде всего смотрят не на яркую рекламу, а на маркировку и состав. Качественные продукты всегда же лучше. И они как бы более дороже. Мне кажется, лучше надо выбирать качественные продукты, чем потом лежать день в больнице и мучиться. Главный состав. Вот, чистый состав, и неважно уже, что поделать, если такие дорогие цены у нас. Цена и плюс еще качество тоже надо, потому что здесь северные районы надо покачественнее кушать. Система цифровой маркировки «Честный знак» – один из инструментов, который помогает покупателям сделать выбор осознанно. Каждый товар получает уникальный код, своего рода паспорт, в котором зашифрована информация о производителе, дате выпуска и пути до прилавка. Для потребителей есть очень хорошее приложение, «Честный знак» называется. В случае, если потребитель обнаружит какой-то, допустим, некачественный товар, просроченный товар на полках, то он может сразу напрямую, нажав пару кнопок, обратиться уже в Роспотребнадзор, автоматом пройдет эта жалоба. Обязательная маркировка введена на молочную, консервированную продукцию, упакованную воду, лекарства, лампы и шины. Каждый день этот список становится больше. Система «Честный знак» помогает нашей компании вести прозрачный учет, это электронный документооборот, оптимизировать свои внутренние процессы. Например, товар с истекшим сроком годности касса будет блокировать и не допускать продажу конечному покупателю товар. Всемирный день качества – напоминание о том, что забота о здоровье и безопасности начинается с внимательного выбора, а маркировка «Честный знак» помогает сделать этот выбор уверенным и надежным. Даяна Федорова, Нургун Старостин, Якутск. В столице республики продолжает работу 16-й национальный конгресс в центре внимания здоровья человека на севере, причем все его аспекты. Например, дерматовенерологи в эти дни проведут целых 3 круглых стола о заболеваниях кожи. Сегодня врачи обсудили актуальные вопросы распространенных дерматозов и генетических болезней. В частности, спикеры рассказали о терапии распространенного атопического дерматита и новых горизонтах сопровождения пациентов с редко встречающимся ихтиозом. Сегодня крайне важное мероприятие, посвященное совместной работе с Министерством здравоохранения Республики по открытию профильного центра компетенций, Центра для лечения тяжелых хронических и редких заболеваний кожи в Республике Саха-Якутия. Россия вообще многонациональная страна, и, безусловно, особенности национальные определенных этносов есть всегда. Особенно этим богаты наши северные республики. 11 новых врачей прибыли в Ленский район в этом году. В Ленской центральной районной больнице наконец-то начал вести прием лор, кардиолог, инфекционист, 4 терапевта. До конца года приедут еще 2 молодых специалиста, психиатр и врач общей практики в Южную Нюю. По словам главного врача, несмотря на это, дефицит кадров остается. Требуется еще ряд специалистов. В этом направлении работа продолжает вестись. Наконец-то дождались ленчане лора. Сегодня в поликлинике появился опытный специалист Людмила Кириллина. Девушка приехала в Ленск в сентябре этого года по распределению после окончания ординатуры в городе Якутске. Сразу же влилась в работу. Первое время, вспоминает Людмила, поток пациентов был очень большой, так как долгое время отоларинголога в районе не было, а заболеваемость всегда высокая. Отиты, синуситы. Сейчас на улице похолодало, поэтому такие воспалительные процессы идут. В основном такие заболевания. В стационаре я направляю больных, тяжелых, острых. И бывает, туда ездю, манипуляцию провожу, проколы делаю и осмотр острых больных. Бывает, по звонку ездю туда.
В соседнем кабинете принимает врач-кардиолог. Она приехала месяц назад. Увеличилось количество участковых терапевтов. 4 молодых специалиста также ведут прием в поликлинике «Кедр». Теперь ленчане могут попасть и на прием к врачу-инфекционисту. В этом году коллектив Ленской ЦРБ пополнился 11 молодыми специалистами. До конца года прибудут еще 2 – психиатр и врач общей практики в поселок Южная Нюя. Не хватает гинекологов, потому что они работают по одному, да, в отделении. Вот психиатр, вот остро нам очень нужно. Нарколога нам необходимо найти. Также терапевты еще дополнительно тоже нам нужны, да, чтобы на первичное звено заработало на все 100%. В прошлом году в район прибыло 5 врачей. Среди них офтальмолог Екатерина Лепота. Сегодня она ведет прием во взрослой и детской поликлинике. На протяжении нескольких лет записаться на прием к этому врачу было сложно. Приходилось ждать месяцами, а то и больше. Без записи могли попасть только пациенты с экстренными случаями. Сегодня ситуация изменилась. Человек в день приходит первый раз, где-то человек 15. Плюс еще есть у нас повторные, естественно, после обеда. Стандартное обследование – это мы остроту зрения проверяем по таблицам, коррекцию подбираем, давление всем измеряем, поле зрения. То есть это такие стандартные обследования. И глазное дно, конечно, я смотрю всем. Кто по каким-то дополнительным заболеваниям, у них есть также КТ-аппарат, мы снимаем компьютерную томографию сетчатки, давление по Маклакову меряем тем, кто у нас по глаукоме наблюдается. Все вновь прибывшие специалисты получают поддержку от района в рамках муниципальной программы в размере 1 миллиона рублей. На приобретение квартиры выделяется субсидия 1,5 миллиона рублей. Федеральная поддержка в 2 миллиона рублей предоставляется врачам, которые решили работать в поселениях, и 1 миллион тем, кто в городе. Из средств Ленской ЦРБ возмещается 50% оплаты съемного жилья. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Во Владивостоке прошло ежегодное мероприятие, посвященное якутской мифологии и культуре. «Белые ночи» стало ежегодным событием для студентов из республики, которые обучаются во Владивостоке. Подробности в материале Иннокентия Кычкина. Во Владивостоке якутская студенческая организация «Кескиль» провела мероприятие «Белые ночи». Как отмечают организаторы, оно является ежегодным и посвящено якутской мифологии и культуре. Данное событие для студентов из Якутии является одним из самых ожидаемых мероприятий осени. Как отмечают организаторы, целью данного мероприятия является адаптация первокурсников из Якутии. Программа мероприятия включала в себя показ короткометражных фильмов, снятых первокурсниками, конкурс на лучшие костюмы, а также интерактивы и розыгрыш призов. Сегодня у нас проходит мероприятие под названием «Рюнтюнь. Белые ночи», который проходит ежегодно, где это мероприятие приурочено к адаптации первокурсников из Якутии, чтобы они познакомились, завели новые знакомства, подружились с ребятами. И получается, у нас тут на мероприятии проходит кинопоказ фильмов, которые сняли первокурсники, которые были на посвящении Кескиль. И также проходит конкурс на лучшие костюмы, женские и мужские. Старшекурсники из якутского землячества выступали в роли наставников, помогали участникам сплотиться в команды и реализовать творческие идеи. Мероприятие также стало испытанием для стажеров, претендующих на вступление в якутскую студенческую организацию «Кескиль». По итогам мероприятия аппарат организации принимает решение о включении новых участников в организацию. У нас мероприятие «Рюнтюнь», оно у нас традиционное. Мы каждый год проводим такое мероприятие, которое связано именно с якутской мифологией. В этом году у нас концепт «Абагалах Алас», то есть с перевода на русский это «Алас с привидениями», также на Мохтор, то есть легенды, якутские легенды. Мы это мероприятие проводим вместе со стажерами, то есть мы организация «Кескиль» землячества во Владивостоке. И чтобы набрать стажеров, новых кескилят, которые хотят вступить в нашу организацию, они проходят стажировку благодаря этому мероприятию, поэтому оно для нас очень важное. Стажеры Кескиль отмечают, что столкнулись с проблемой коммуникации внутри команды, а также постановкой танца на открытии мероприятия. Как отмечает участница, подготовка длилась около месяца. Мы с нашей командой танцуем на этом мероприятии. Мы очень долго готовились, усердно, почти каждый день тренировались по несколько часов. Трудности были то, что у нас команда новая, новички все были, поэтому сложно было коммуникацию, танцевать тоже сложно было. Несмотря на все сложности при подготовке мероприятия, стоит отметить, что подобного рода события помогают первокурсникам из Якутии адаптироваться на новом месте и найти новых друзей,
а также организация «Кескиль» набирает новых членов в свои ряды с помощью стажеров. Иннокентий Кычкин, Владивосток. Приятная новость для жителей Мархи, Гагаринского округа и всего Якутска. После долгого перерыва и масштабного ремонта вновь открывает свои двери бассейн физкультурно-оздоровительного комплекса «Сулус». Уже сегодня любители плавания смогут вернуться к водным дорожкам. Почему реконструкция заняла больше года и что изменилось внутри, узнаете в материале Дарьи Короленковой. Для многих жителей города этот день стал настоящим праздником. Вернуться в воду после 1,5 лет ожидания бесценно. Но чтобы этот праздник стал возможным, строителям и проектировщикам пришлось буквально переродить Сулус изнутри. А началось все с серьезной реконструкции в мае прошлого года. Ну, дело в том, что, значит, была проектная ошибка. Вот, как проектировщики, которые делали, и он не смог, значит, выдержать те нагрузки, которые у нас есть. Это наши климатические условия, вечная мерзлота и так далее. Но все это мы уже прошли. Вот, сейчас объект восстановлен. И разница в том, что, значит, усилены эти стойки, на которых стоит бассейн. Вот, и надеемся, что, значит, вообще усилено все как бы несущее оборудование. Мы привыкли, что в бассейне есть обычная стандартная глубина. Но здесь, в обновленном Сулусе, есть фишка, которая может понравиться каждому. Если в начале глубина 1,40 м, то в конце глубина 1,80 м. Такой плавный переход поможет детям, тем, кто не умеет плавать, ну и, конечно же, пожилым, кто может заниматься аэробикой, например. Однако комфортная глубина – это только начало. Здесь находится самый большой в городе детский бассейн, который будет принимать детей без родителей от 4 до 7 лет. В малой и большой ванне у нас имеется кресло для инвалидов. В малой ванне у нас проводятся секции по плаванию. То есть мы принимаем детей от 4 до 7 лет с тренерами по плаванию. Их обучают азам плавания и приучают к воде. Ну, конечно, бассейн очень важен для жителей Гагаринского, Мархинского округа, потому что в этом районе такого спортивного комплекса большого нет, потому что плавание – это один из видов спорта, который самый эффективный. И вот так, пройдя через вынужденный простой и масштабную реконструкцию, Сулус не просто вернулся в строй. Он стал современнее, безопаснее и удобнее для всех категорий посетителей. От самых маленьких до людей с ограниченными возможностями здоровья. И теперь у жителей целого района снова есть свой спортивный и оздоровительный центр. Дарья Короленкова, Аэлита Махно, Якутск. Детская футбольная команда ДЮСШ номер 4 вернулась в соревнования из Новосибирска с Омской футбольной лиги по футзалу. Соревнования прошли среди юношей 14-15 годов рождения. Всего в турнире приняло участие 8 команд из Якутска, Мирного, Бердска, Новокузнецка и Новосибирска. Их разделили на 2 группы. Команда ДЮСШ номер 4 за время соревнований выиграла 4 команды: «Зенит», «Спартак», «Сибиряк» и земляков из Мирного «Алмаз Алроса», выйдя в финал Кубка. В ходе встречи с хозяевами поля якутская команда показала достойную игру, уступив на 1 гол со счетом 4-3, заняв 2-е место на соревнованиях. Сильная конкуренция была, там все команды были сильные, особо слабых не было. Даже 7-8 могли дать нам отпор. И я получил лучшего игрока. Было много моментов, но мы проиграли 4-3. Но все отметили, что наша команда была лучше на этом турнире. Мы впервые выехали на турнир детский за пределы республики, где заняли 2-е место. Сейчас будем готовиться к первенству Дальнего Востока, где будет оно проходить в феврале. Юные баскетболисты детской спортивной школы «Лидер» города Нерюнгри вернулись с очередных соревнований, продолжив пополнять копилку высоких достижений. Подробности у наших нерюнгринских коллег. Завершился первый тур межрегиональной детской баскетбольной лиги «Север». Спортсмены из Нерюнгри вновь показали высокий уровень подготовки и пополнили копилку ярких побед. По ветке БАМа все города, северные города, принимали участие. Получается, Федерация Иркутской области сделала такой хороший мегапроект для развития баскетбола в дальних населенных пунктах по линии ветки БАМа.
В данном турнире в Лиге Севера принимало участие 12 команд. Вот. Значит, мы сыграли в первом туре 5 игр, 3 из которых победили и 2 нечаянно уступили. В первом туре были сыграны 31 матч. Каждая игра была наполнена напряженной борьбой, красивыми атаками и точными трехочковыми бросками. Болельщики, тренеры и родители стали свидетелями зарождения новых звезд и запоминающихся спортивных моментов. Турнир хороший, игры достаточно хорошо сыграли, команда очень хорошо была подготовлена. В плане побед мы совершили 3 победы, и команды были достаточно подготовленные, сильные, и мы упорно боролись за каждый мяч и пытались вырвать победу зубами. Впереди у юных баскетболистов упорные тренировки, участие во втором этапе проекта «Лига Север», а также другие соревнования различного уровня на Дальнем Востоке. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. К этому часу все. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. До встречи в дальнейших эфирах.